В отделе истории Национальной галереи Коми открылась выставка «Боевой карандаш». Она посвящена 70-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда. Всего выставка насчитывает 103 экспоната. В Сыктывкар привезли половину. Это плакаты, листовки, фотографии и записи из личных дневников жителей блокадного Ленинграда. На открытии побывала Ольга Ануфриева. История выставки «Боевой карандаш» начинается с зимы 1939 года, с периода Советско-финляндской войны. Затем выпуск плакатов временно приостановили, но совсем ненадолго. Уже в июне 41-го его возобновили вновь. В период ленинградской блокады эти плакаты стали важным военно-патриотическим агитационным материалом и приобрели огромную популярность. Их размещали на рабочих местах и в бомбоубежищах. Для студента Ильи Карманова эта выставка имеет особое значение, ведь его дед сражался за Ленинград. Глядя на них, можно почувствовать все те эмоции, которые испытывали люди в блокадном Ленинграде. И все, что они переживали, и какая была их радость, как они ненавидели фашизм и так далее. «Боевой карандаш» – это героические призывные листы и инструктивные плакаты, народные картинки с эпизодами войны и даже злые сатиры на фашистских захватчиков. Их рисовали не только взрослые, но и дети. Это материалы Севы, блокадного мальчика Севы Инчика. Представляете, ребенок, чья хлебная норма была 125 грамм, он находил в себе силу не просто жить, но еще и был, наверное, мальчиком очень любопытным, читал много газет, потому что он собирал вырезки из газетных карикатур, которые не простые вырезки, а которые рисовал Гальба Владимир Александрович. Почему его так интересовал именно Гальба? Да потому что весь блокадный Ленинград знал, что Гитлер объявил Гальбу Владимира Александровича своим личным врагом. Здесь же на выставке фотографии, книги, записи из дневников. Все рассказывает о тех, кто держал боевой карандаш в те суровые годы. Творчество блокадных художников сегодня пример небывалого мужества. Найти в себе силы не просто выживать, но и работать на благо победы способен далеко не каждый. Ольга Ануфриева, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Сыктывкар.